вообще такое политический заключенный? Из самого понятия сразу понятно, что, во-первых, это заключенный, во-вторых, есть какой-то политический мотив. Но уже здесь немножко становится непонятно. Заключенный — это что конкретно имеется в виду? Здесь имеется в виду решение суда, после которого уже человека осудили к лишению свободы, или имеется в виду также просто задержание, или сутки те же самые, а что нам делать с домашним арестом и так далее и тому подобное. Что касается политического мотива, тут еще более непонятно, потому что, во-первых, что сюда входит в политический мотив, во-вторых, а если, например, политического мотива нет, но все равно очевидно, что какое-то предубеждение, скажем, со стороны государства было. Например, в деятельность правозащитников, то есть мы защищаем свои права, права других людей, и, возможно, какие-то репрессии за это следуют. Но можно ли нас признать из-за этого политическими заключенными? В общем, эти все вопросы довольно долго волновали правозащитное сообщество, и не только белорусское правозащитное сообщество. Все это привело к тому, что в 2013 году на Белорусском правозащитном форуме в Вильнюсе было разработано руководство по определению понятия политических заключенных. Его можно сейчас нагуглить в таком виде, и на белорусском языке, на сайте ЛИСТа, если я не ошибаюсь, есть. Участвовали в разработке, как я уже немножко упомянула, не только белорусские правозащитные организации, но также и украинские, и российские. Также были правозащитники из Польши, Литвы, Грузии и Азербайджана. В общем, все пришло к следующим принципам. Лишение свободы. Оно стало трактоваться довольно широко. Самое главное, чтобы, во-первых, человек не мог покинуть какое-то пространство по своей воле, и, во-вторых, с этим как-то связаны были государственные власти. То есть сюда, по сути, попадает практически любое. Вообще все, что мы можем назвать заключением. И домашний арест тоже, и даже если вас просто в машине заперли или в туалете аэропорта, если к этому как-то причастны государственные власти, это уже является заключением по руководству. С политическим мотивом немножко интереснее. Во-первых, сразу же выделяются две категории политических заключенных. Это, собственно, политические заключенные, то есть, например, такой самый простой яркий пример, это какие-нибудь политические активисты, и узники совести. И как раз к узникам совести относятся правозащитники в широком смысле, то есть люди, которые защищают не только права других людей, но и свои права, а также люди, которых преследуют по мотивам дискриминации. Что интересно, вот здесь как раз, если мы определяем, что человек является узником совести, то здесь не обязательно устанавливать, что у государства был какой-то политический мотив. То есть мы понимаем, что человек защищал чьи-то права и его за это задержали, значит, вероятно, перед нами узник совести. Требование правозащитное сообщество предъявляет немедленное освобождение. То есть вне зависимости от того, какие были обстоятельства дела, сначала нужно освободить, а потом, если уж очень хочется, разбираться в том, почему задержали, правомерно ли это было. Это первая категория. Вторая категория — это, собственно, политические заключенные. И возвращаясь к политическому мотиву, что это такое? Это мотив, направленный на либо удержание власти, всем нам знакомая вещь, либо на препятствование чьей-то деятельности. То есть, такой пример могу привести. Допустим, какая-то партия сидит в своем офисе, что-нибудь там печатает, в офис врываются, изымают технику, кого-то задерживают. Вот. Это было желание воспрепятствовать чьей-то деятельности, политический мотив. Если мы определяем, что человек является именно политическим заключенным, то есть там был мотив, то требования немножко иные. Во-первых, нужно пересмотреть принятые меры. Именно сначала должен быть пересмотр, и после этого должна быть ликвидация нарушений. То есть чувствуем разницу, немножко другое отношение, потому что на самом деле иногда, редко, но иногда действительно может быть речь про совершение каких-то преступлений, просто из-за политического мотива наказание за это преступление усугубляется. То есть оно могло быть мягче, но получилось как получилось. И, расскажу про 4 основных сценария, когда мы можем говорить, что перед нами политические заключенные. Первый — это самая классика классик — лишение свободы с нарушением каких-то прав. Обычно речь идет про право на справедливый суд, то есть просто осудили, там были какие-то нарушения в судебном разбирательстве и все.
Но вообще, в принципе, может идти речь про нарушение любого права, закрепленного в Международном пакте о гражданских и политических правах. Это первое, это все мы можем представить, практически каждый случай сейчас это такая ситуация. Второе, фальсификация. То есть со стороны, кажется, складывается впечатление, что действительно было совершено какое-то преступление или правонарушение, и задержание было правомерным. Но на самом деле доказательства, которые представлены, ну, например, в суде, они были сфальсифицированы. Либо это правонарушение действительно кто-то совершил, но не этот человек, которого осудили, а кто-то другой. Либо оно вообще не существовало такого правонарушения. Мы тоже прекрасно все представляем эти ситуации, когда, согласно протоколам, на площади стояли люди, митинговали, а на самом деле мы знаем, что в это время там никого не было. Тем не менее, людей осудили и, возможно, даже на суд. Третья ситуация – непропорциональность. Это как раз то, что я немножко упомянула. Возможно, действительно имело место какое-то правонарушение или преступление, и человека осудили, ограничили ему свободу, но ему это ограничение свободы, оно было непропорционально тому вреду, который он нанес. Если приводить тоже, опять-таки, какие-то близкие к жизни примеры, допустим, какое-нибудь, небольшое граффити, да, в каком-то месте, где его, по сути, никто особо не видит, это не касается каких-нибудь историко-культурных ценностей, нарисовала я граффити, а мне дали 15 суток. Ну, по сути, это очень странно, потому что я могла бы возместить стоимость, я могла бы хоть сама пойду закрашу. Тем более, вот видите, вы лучше разбираетесь. Ну, я просто говорю, что по сути, если мы будем оценивать эту историю вообще с точки зрения здравого смысла, никакого такого вреда сильно мы не нанесли. Мы могли бы это возместить, но, тем не менее, до лишения свободы доходит и довольно часто. Это третий сценарий. И четвертый сценарий довольно похож – избирательность. То есть, если мы будем оценивать это дело по сравнению с другими, то обычно людям дают меньше, либо не дают лишения свободы вообще. Но в этом случае именно было лишение свободы. То есть, когда мы сравниваем, мы явно видим разницу. И здесь тоже, скорее всего, будет идти речь про политического заключенного. И самое интересное, самое сложное, самое спорное – исключение. То есть, даже если у нас есть какой-то классический случай из тех, что я перечислила, можем ли мы сразу признать этого человека политическим заключенным? Не можем. Во-первых, этот человек не должен совершать насилие. Здесь есть, опять же, исключение в случае необходимой обороны или крайней необходимости. То есть необходимая оборона – это такая ситуация, когда человек причиняет кому-то вред, чтобы вред не причинили ему или другим людям. То есть, по сути, он защищается. Крайняя необходимость – это когда причиняется вред, чтобы не допустить еще какого-то большего вреда. Честно говоря, мне довольно сложно привести такой приземленный пример из нашей белорусской реальности. У меня в голове все Бэтмен, который этот поезд уронил. Ну, то есть, по сути, вред был нанесен, но зато весь город не умер. Вот, это первое исключение. И второе исключение: человек не должен совершать преступление на почве ненависти или использовать язык вражды. Что такое преступление на почве ненависти? Это прям вот реальное преступление по Уголовному кодексу, у которого, к тому же, есть дискриминационный мотив. То есть, допустим, я призываю, не знаю, идти бить евреев. Ну, не призываю, а иду, собственно, это будет преступление на почве ненависти. А язык вражды – это призыв к совершению таких преступлений. То есть, это как раз если я призываю всех пойти бить евреев, пожалуйста, это будет язык вражды. Вот что касается исключений. Ну и, соответственно, подходим к концу. Кто вообще признает людей политическими заключенными? Правозащитные организации. Но вы должны все понимать, что это не единая какая-то консолидированная сила, и хотя у нас есть руководство, которого как бы все должны придерживаться, но оно, естественно, не имеет никакой обязательной силы. Это просто как рекомендации, нам же будет лучше, если мы все будем его придерживаться. Поэтому по поводу одного конкретного индивидуального случая у разных организаций могут быть разные мнения. Даже внутри одной организации у людей могут быть разные мнения. Можно ли признать этого человека политическим заключенным? Поэтому, собственно, мы иногда видим, что списки политических заключенных различаются, и поэтому есть столько дискуссий по поводу признания каких-то